Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Сегодня мы с вами познакомимся с удивительным изобретателем и, конечно, даже попробуем поработать с одним из его изобретений. Ну, как говорится, есть такая фраза: невозможно изобрести велосипед. Но я думаю, что это не про нашего сегодняшнего героя. Давайте познакомимся. Николай Михайлович Кудрин, изобретатель. Николай Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы уже приехали, видим здесь достаточно интересные экземпляры, причем я вижу, что они сделаны из доступных материалов. Да? Можете рассказать про ваше изобретение, про вообще ваше увлечение? Так, как сказать, я сам учитель конструирования, чертения, рисования. Так, конструированием занимаюсь с детства. Ну, раньше, в советское время, у нас игрушек-то сильно не было. Мы сами мастерили пароходики, танки с мотором, без мотора, плыли, паруса ставили. И в те времена, значит, у нас в поселке было Среднеколымское, очень мало велосипедов. Мы гонялись, там увидели велосипед, все, толпа там бежит. Потом вот с детства у меня как ностальгия остался любовь к этому простому транспортному средству. Потом начал учительствовать, и у меня кружок был юный техник, и там мы постоянно мастерили трехколесные, двухколесные, вот, с коляской делали, ну, всякое разное делали. И остальные тоже. Парусники, лодку сделали. Потом я тут во дворце работал лет 20. И тут увидел море техники. Ну, баляса, там лежит колесо, тут рама лежит. Я говорю: ребят, давай будем строить велосипеды. Ребята говорят: да, с радостью. Потом у нас зима длинная, дворец большой, дворец детства. И там мы катались. Чуть переменка, сразу бежим, катаемся, соревнуемся. Было очень весело. Ну, я вижу, что здесь вот на этой площадке около вашего гаража в основном представлены трехколесные, да, велосипеды. И причем у них есть разные названия, да, в зависимости от того, где колеса расположены. Да. Вот, например, про эту модель что можете рассказать? Ну, это классический трицикл. Вот в магазинах продаются именно вот китайские, например, вот задними двумя колесами, впереди одно колесо. Ну, тут что хорошо, устойчивость повышается. И маневренность. Он почти на одном месте вот так крутиться может. А если взять вот эту модель, которую я сделал, да, это трайк. Или обратный трайк. Это трайк настоящий, а это будет обратный трайк. Ну, второе название как бы. То есть у трайка, обратный трайк, колеса находятся впереди, два колеса. И тут маневренность хуже будет. Ну, радиус разворота. Больше похоже, как на ручку автомобиля, да? Я ее вот так делаю, бросаю, заднюю часть. Ну, потом, вот если сравнить, вот это трудно делать, если задним приводом. Тут нужна сварка, потом нужна передача, тут надо передачу делать. Все это совмещать надо. А в этом случае вот задняя, она соединяется, вон, видите, да? Эту часть вообще не трогаешь, только спереди делается. Это я делал быстро. Это для жены, у меня жена не умеет, чтобы она могла велопрогулку сделать. То есть, получается, вот здесь переднюю часть легче сделать, чем вот эту заднюю, да? Это трудно делать. Вот обратите внимание, здесь вот, допустим, привод на заднее колесо, да? И сделано все цепной передачей. Да. И подшипник, вот, трудно людям подшипник смастерить. Ну, детям особенно трудно будет. А вот это может любой человек повторить. Но тут плохо что-то, посадка высокая, вон, видите. Тут раз там одну сквер матери я гуляю постоянно, каждое утро. И одна бабушка попросила, говорю: я сяду. Я говорю: не сядешь. Нет, сяду. И она еле села вот так. Очень трудно. А тут каждый может садиться. В целом можно же опустить сиденье, да? Опустить можно. Нет, тут нельзя, потому что у тебя нога должна быть прямой. Когда педалируешь, да, нога должна быть прямая. Это, кстати, важно, да? Да. Важно для колен. Да, потому что на согнутых коленях далеко не видишь. Это болячка будет. Если полусогнутый постоянно вот так будешь ходить, образуется тут врач сказал, что это нельзя так делать. Кстати, помимо транспортных средств, которые приводится в движение мускульной тягой, я смотрю, здесь у вас не могу не обратить внимание на вот этот мотороллер, да? Это настоящий муравей. Вот муравей, советский муравей.
То есть вы его восстановили, да? Ага. Он на ходу? Да? Но она, техника очень хорошая. Мотор тяговитый, Т-200. Магнита поставят. Хорошо заводится. Не знаю, себя заведешь или нет. Ну, сейчас, наверное, Да, прохладно. не будет. Да, да. лучше. Дифференциал, 4 скорости, вперед, назад. Все есть. Самосвал сделал. Кузов вы сами сделали, да? Нет, Самосвальный кузов? нет, кузов был, Ага. самосвал я сам поставил. А, Для хозяйства. да. Да и любовь к старинным вещам у меня тоже есть. Если что советское старое увижу, ностальгию сразу поднимаю. Хочется восстановить, внукам показать, детям Здорово, показать. Здорово. Так, и еще несколько моделей здесь у нас, да? Ну вот это самая первая модель. Как первая? В прошлом году сделал. Ага. У нас озеро Сайсары рядом. Мгм. И вокруг велодорожка есть. Сделали, придумали. Это сделали. В прошлом году начали осенью. Он-то нынче закончили. Мгм. Нет, все, я говорю. Позапрошлом начали, а прошлым летом закончили. И постоянно катаемся. Вот это самая как бы первая модель, но она простая тоже. Вот берется 2 вилки от велосипеда Мгм. и соединяете вот так. Ага. На хомутах, на фанере. И управление тоже такая. Ага. Ну, как-то красиво надо было делать, но это разные велосипеды. Это первый прототип получается. Ну, как бы Вообще, так. как люди реагируют, когда видят вас на подобном транспорте? Ну, очень интересно смотрится. Вот это сразу спрашивают, где купили, как сделали. Ну, я говорю, это... Ну, это они вот про это думают, что она заводская такая. Ну-ну-ну. Потом, вот еще одна модель. Я говорю, 2 палки и велосипед. А, вот это вообще интересно. Да. То есть тут трехместный, да? Это для внука сделал. Из 2 палок. Из 2 палок сделал. Это привод я хотел показать вот туда, например. Например. И она вот так работает. А, то есть у вас тут... Просто Вот, педали? самый вот этот смак вот лежит. Соответственно, тут должны быть педали одинаковые, ну, длина, высота Ну-ну-ну. педали, да. И соусы. И рама тоже должны быть разные. Вот такая рама и рама по высоте там, Ага. они должны совпадать. Тогда вот тут ось совпадает и не мешается. Мгм. Вот это тоже вариант. Ну да. Ну, вот Думаю, внук был Вот доволен. чем это вот такое городить, да? Вот так. Одинаковые рамы находите, вот 2 надо. Это еще 3 как бы лишнее. Его можно хоть как поставить. А, в целом можно, наверное, даже без этой части, да? То есть, нет, не получится. То есть тут должно быть тогда колесо. Тут надо было тоже педаль сохранить. Тогда Полноприводный? вообще 3 человека крутят. Представь? А, Да. И И же получится там 3 человека крутят одно колесо. здорово. Ну, Да. это самый простой вариант. 2 палки и все. Да. Ну, я постоянно стараюсь упростить, как бы выражение. Вот тут тоже одна фанера, да, и все, велосипед получается, как бы. Всё. Основа одна фанера. Тут, кстати, я даже увидел, по-моему, от рамы, да, осталась часть. А, ну они и остаются, вот, то есть вот эта рулевая, да, Отпилил. отпиливается, и в целом там все, подшипники, все остается на месте. Потом вот, если посмотреть по рамам, да, вот они все одинаковые, вот 3 рамы, да, раз, они рассоединяются. Эта рама рассоединяется вот тут. Можно ее вытащить и на балкон. Вот это вытаскивается. Ага, ага. И на лифте хорошо. Вы можете сделать 4-колесный велосипед, если переставите вот ту часть сюда, да, например, или эту туда. Так получается? Ну, как бы так. Уже почти машина. Ну, это дамская рама считается. Мгм. Это мужская рама вот такая высокая, а это дамская. Это бабушкам пожилым тяжело ногу поднимать. Они могут легко садиться. Да, здорово. Потом
Вот тут это для внуков тоже сделал. Ну, это вот тоже рекомендую. Например, в тундре. Ой, это вообще Тальник взял, починил. чукча тальник взял и сделал. Трехколесный велосипед. Ага. Из подручных. И вот этот узел, посмотрите, вот этот, из, А, из это чего сделано. Это самый основной узел. Шарнир с двери. Люди, да. Тут конструкция совсем другая. Вот догадайтесь, это какая часть из велосипеда-то? Так, это похоже на рулевую Да, штопку, да, рулевая колонка. Колонка, да. Вот это. Вот эта рулевая колонка, две штуки тоже идентичные я нашел. Ага. И у меня получилась вот такая передача. Вон смазка замерзла. Старая рама. Да. Здорово. Да. Ну и шпилька идет. Ага. А это колесо подшипниковое стало, промышленное. Ну, чтобы, Внутри. да, чтобы при поворотах оно не тормозило, да? Ага. На привод на одно колесо. Там подшипники стоят, которые в магазине я купил, прототип, и они стали. Ничего себе. Ну вот так, коротко так. Здорово. Так, ну, друзья, сейчас, я думаю, мы с Николаем Михайловичем перейдем уже в мастерскую, и я попробую своими руками тоже, наверное, вот этот велосипед, да, мы попробуем разобрать и собрать, и показать его устройство. Да, ну сейчас я не могу, да, не попробовать испытать этот велосипед, прокатиться на нем. У него есть название? Нету. Не придумал. Алазея, может быть. Алазея? Алазея. Так. Моя река Колымская. Ага. Тут нет, скорость есть. Скорости даже есть? Скорости переключаются. Так же, как... Да. Все. Вот педаль перекручиваешь тоже. Ну, модель современная. Пониженный как раз. Так, ну что, поехали. Оп. По гравию едешь. А? Ну, кстати, у него колеса достаточно большие. необычно. Этого нормально едет. Это там гололед. А, да, тут скользко. Можно подрифтовать? Тут у нас гололед, можно упасть. Ну, кстати, на такой небольшой скорости, допустим, на двухколесном велосипеде, наверное, сложнее удержать равновесие. Тут спокойно себя чувствуешь. В целом велосипед ведет себя достаточно стабильно, учитывая то, что мы на гравии. Так, только вот развернуться действительно сложновато. Ну, кстати, у меня, я не спросил про грузоподъемность, я же где-то около 100 килограмм. А какая грузоподъемность? Я просто 100 это килограмм вешу. детский это. А? Детский велосипед. Детский велосипед. Ага. Так, поехали. Поехали, погреемся на солнце. Гололед. Ага. Лед-то. Опа. Как будто, кстати, флешбеки из детства. У меня был Космос трехколесный. Маленький велосипед. Что такое похожее. Так, только машины. Проезжая часть. Улицу переходить на этом очень удобно. Вот Удобно. улицу переходишь. Улицу переходим мы пешком же. Да? А сейчас это попробуйте. У него совсем, он мешать себе будет сзади. А, то есть вот эта, да, часть? Ну да, есть такое, ага. Ага. Кстати, этот, да, поудобнее получается. Так, ну здесь... Так, тут посадка совсем другая. Так, это же детский велосипед все-таки, я побаиваюсь немного. Нормально, да? Держит 100 килограмм, вы должен выдержать. Должен, да? Ага. Поехали. Ой. Вот. Так. Страшновато. Не, вот тот поустойчивый. Ой. Ой. Пропуски Все зажигания. проскакивает. А? Все. Чуть-чуть, да? Ну, лед проехать надо, вот лед, гололед. А, Потом, где гравий, остановитесь. хорошо. Так, подъезжаем к мастерской. Пип-пип. Ой. Чуть-чуть, да, проскальзывает. Да, все. Хватит Опа. насиловать технику. Да. Не, колеса маленькие, да? Поэтому вот по гравию он плохо поедет. А это большое колесо, Ну да. видите? Он запросто едет.
И вот видите, неудобно вот так. Да, надо вот так вот идти. Толкать неудобно. Зато посадку то Ну, удобная. кресло царское. Это от Урала А, мотоцикла. ух ты. Такой классный клаксон. Так. Я в какое-то в детство попал. Так, ну а сейчас, друзья, у нас есть замечательная возможность перейти в мастерскую, и мы посмотрим, как устроен вот именно вот этот велосипед. Испытано на себе. Ну а сейчас мы переместились в мастерскую, и прежде чем начать, тут тоже есть достаточно интересные экземпляры, но перед этим я бы хотел обратить ваше внимание на вот этот стенд, где можно увидеть вырезки из советского журнала «Моделист-конструктор». То есть раньше это, ну да, понятно, не было интернета, и вот эти вот журналы, они прям были как глоток, да, свежего воздуха. Юный техник и все. Да, юный техник, вот моделист-конструктор, тут я вижу самый 87-го года. 88 год. Да, Николай Михайлович, расскажите про стенд. Я так понимаю, что это связано с вашей преподавательской деятельностью, да? Да. Ну, на уроке труда или рисования, сначала мы делаем наглядные пособия, чтобы ребята поняли, о чем идет речь. Тему обязательно пишем, вот так тоже, сегодняшнего мастер-класса, скажем, да? Как готовиться к зиме. Сейчас снега нету, сейчас можно собирать остатки велосипеда, ходить по знакомым, по деревням. Много говорят, есть. Мне сказали, в Амгу приезжать, там много сказали. Уже приглашают. Далеко. Так, значит, тема у нас такая: готов сани летом, а телегу зимой. Вот тут нарисован первый, кто изобрел дресс-самокат. Вот 1817 год. То есть это как беговел, да, сейчас называется? Беговел. Для детей. Вот, например, стоит беговел у нас. Вот у вас есть даже. Можете садиться, попробовать. Ух ты. Тоже Это я полностью из по дерева. дворцу катался. Вот так. Классно. Очень хорошо для тех, кто не умеет, между прочим. Чтобы научиться держать равновесие, да? Да. Кстати, ролики до сих пор светятся еще. Да. Задние. Вот так. Потом, а так считается, что Россия считается, что первым изобрел Ефим Михайлович Артамонов, год 1801 на Урале. И царь ее наградил, он крепостной был, царь ее наградил, вольную дал грамоту, и он стал вольным человеком. Так, потом велосипед изобретаем до сих пор. Вот японцы изобрели самый удобный велосипед. С креслом сзади. И нога должна быть прямая тут. Когда стоишь, не двигаться, должна быть нога прямая, когда едешь, тоже нога должна быть прямой. Нога перпендикулярно стоит, она на земле, выпрямленная, а если педаль в этом положении, то как бы получается смещение идет, да, кресло назад немножко. Нет, кресло не двигается. Просто педаль вперед идет. Педаль впереди. У нас-то вот, которые в магазинах продаются, это спортивные. Ты вот так лежишь, и главное скорость лезет быстро. А тут, значит, нулевая может быть скорость, почти стоишь. Прогулочный. И мы вот в каком году, вот внук у меня сейчас 11 класс, а тут в 4 А классе вот. Выставку проходили постоянно, вот смотрите. И мы из дерева решили сделать удобный велосипед. Вот, из фанеры. Выпиливали, ставили, собирали. Ну, зима-то длинная была. И до марта вот успели, смотрите, он участвовал, вот документ стоит, как бы, дворец детства, тут указано, ученик какой-то, тема какая-то. Так, дальше, если идти, значит, я вот в основном собирал, когда давно собирал, 40 лет, наверное, вот моделист-конструктор, как вы сказали, самая основная техническая такая литература у нас была. Раз в месяц журнал приходит, смотришь, читаешь. И, конечно, вот в деревнях вот такое не сделаешь, вот это лежачий велосипед называется лигерат или педикар, вот полулежишь, вот смотрите. Вот. Да, у него получается привод на переднем колесе. Ну вот, например, вот макет стоит. Привод на переднее колесо можете поднять
и покрутить. Вот за ручку поднимите, вот педаль. Так, так. Ага, вот так, крутишь. О. Ага. А поворотный час вот это здесь находится. Вот. Поворачивается. Очень маневренный, да? Разворот почти на месте. Сейчас вот китайская такие штучки делают в промышленном масштабе. То есть, вот эта ручка, это просто... для Ну, того, держится чтобы держать. ребенок. Да. Вот тут полежит, лежит полулежа, педали крутит. Очень хорошая модель. Здорово. Так, потом другой вид, значит, вот такой велосипед. Ну, это три колеса, веломобиль, зонтик, например. Вот сзади два колеса, устойчивые, а тут тоже сзади два колеса. Сзади. А тут вот получается два колеса спереди. Вот так. И тоже этот устойчивый. И главное, он короткий. Когда вот педаль идет, да, велосипед получается короткой. Если передняя, то она будет чуть подлиннее. Да. Тут моя работа, вот снегоход. Значит, тоже дворец детства, там ребята помогли, деревянная гусеница, бензопилу я сделал. А тут мой кабинет, вот, автодром, самый длинный автодром в Дальнем Востоке, наверное, было. И мои дети, ученики. Здорово. Я думаю, это тот случай, когда именно прикладное вот, применение, да, своих умений, навыков и практически даже вот мы видим на примере здесь и фанера, и просто вот у кого-то на участке просто лежат, да, допустим, обрезки досок, да, можно сделать велосипед. Кстати, это даже не велосипед, это же... Попробуйте. Педаль. Так, Педалька есть. Вот, друзья. Причем скорость регулируется. Квартира маленькая, крутиться в одном месте. Здорово. Ну, приобщай внука к технике. Ну, это очень правильно. Я думаю, вашему внуку очень повезло. Испытатели постоянно, что они делают, они испытывают. Вот мебель испытывает мою. Говорят, садитесь, попробуйте. Удобно, неудобно. Кстати, надо отметить, что Николай Михайлович делает, ну это, наверное, даже тема другого, да, выпуска. Да, другого. Вы делаете мебель из стальника, да? И вот, да, все из стальника. Вот у нас все, что здесь находится. Да, ну, это корзинки. Корзинки, вот тальник, например. Поднимите. Вот из стальника, да? Вот тальник, вот тальник. Вот это для вас вес выдержит. Попробуйте посидеть там. Это для рыбаков. Так, пришел, поставил, порыбачил. Это не проваливается в песок. Опора большая. Ну, это потом. Обычный тальник. Так, все. Это у нас здесь рядом, да? на птичка растет. Как называется? Рогоз. 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 Смотрите, друзья, соломенная шляпа у нас на птицефабрике. Это вьетнамка. Птицефабрике растет. Так, я коврика плету. Опа. Коврики плетите. Автоковрик очень хорошо. Вот в жару на нем садишься и не потеешь. А он потом он не ломается, да? Нет. Испытано на себе. Ну что, сейчас тот велосипед, трайк, да? Да. Обратный трайк, на котором я вот, я написал трайк. Да. Трайк – транспортное средство с двумя колесами спереди. Или обратный трайк. Не, обратный трайк, когда обратный трайк – это сзади. Вот. И сейчас мы вам покажем, Николай Михайлович продемонстрирует вот этот передний узел, именно рулевой, да. И я думаю, что кто нас увидит, возможно, даже вы попробуете своими руками тоже что-то такое сделать, да, для себя, для детей или для своих пожилых родственников, потому что в целом, как показала практика, достаточно устойчивый велосипед и на нем комфортно передвигаться. Секрет устойчивости покажем. Почему не падает этот велосипед? Он должен падать вот так или на бок где-то. А мы сейчас это раскроем, потому что такого нигде нет. Вот колесо так, там. откручивай, да, здесь? Что-то длинный, что ли? Можно так сделать. Сильно длинная, что ли? Хочу эту рулевую тягу снять, потому что нам мешать будет.
Так, надо еще один ключ Проворот, да? проворачивать. Ага. Так, наверное, на 18. Почему? Он должен легко идти. Ага. Ну-ка. Идет, да? Ага. Колеса пока не снимай, одновременно снимай. Да, Потому чтобы что они- накренится все. Так, сюда болтики, да, гайки. У меня руки все в порезах. Ну, конечно, вы работаете. Пилю ножом иногда пилой задеваешь. Кровь идет. Ёкарь. Так, Все. на По счет счету. три. Раз, два, три. Сняли. Далеко бросаем, чтобы не мешали. Потом я тут передумал одну вещь подвесить. Не ну мешай. прямо как в автосервисах. А? Как в автосервисах. Ну, давай сюда. Подвинь. И поднять надо. Чуть-чуть вперед, наверное, пойдет. Да, пускай. Вот так, да? Или еще выше Можно сделать? повыше. Еще повыше. Повыше. Нет, Поднять. так, все. Ну, хватит. Домкрат. Все, пускай. И вот так развернем. Так, куда? Вот так? Ну, Так, сейчас. тут на свет как бы Ага. видно было. И тут стульчик можно поставить сзади. Вот так, да? И боком. Все. Сейчас вот эту тягу снять надо. Так, Вот этот открутить надо. Вот десятка, вот сколько, а я здесь поколдую. Вот это я сниму. А я рукой откручиваю сюда. Это сколько мне? На 14 надо. Идет? идет, ага. Так, сейчас мы, получается, снимаем рулевые тяги, да? Ага. Если я это беру. А так со своими учениками с Дворца детства сейчас связь поддерживаете? Да. Постоянно здороваются, встречаются, подбегают. Говорят, меня помните, а я их не помню. Их же целый класс, там 30 человек. Те, которые ходили в кружок-то, помню? Ага. Так. Перчатка мешает, да? Не, нормально. Все, снял. Вот Пускай так. так будет, да. Так, нам надо сейчас убрать вот это, наверное. Вот эти два. Тогда она вниз упадет. Два здесь вот сюда. Или вот это убрать. Да. Не, погоди, вот это уберем. Опа, пошла. Ага. Это прямо как на колесе. Ну, Да? крепление колеса же я бы. Ага. Вот тяга мешает только. Так, ее снять надо. Давай. Лучше не с этой стороны снимем. Дай-ка. Ну, Вот вы сейчас разобрали, я уже примерно даже не могу восстановить, как это было. Так, это сюда. У нас она поворачивает. ага. Эти два колеса у нас связаны вот этим основной тягой. Это здесь. Вот поворотный механизм там мне надо говорить. Вот это. Да. Ну, Шарнир, дверной шарнир. Тут вообще, да, мебельный Да. дверной шарнир. Тут тоже петля дверная. Ага. Так. Вот это. Все, сняли. Все, она отдельно лежит. Ага. Вот она на этом месте вот поворачивается. смотрите. Да, она связывает. Вот это ось. толкает, вот это крутится, вот, когда Ага. это толкается. Так, Вот так. сняли, все. Сняли. Вот тут она полая, рулевая колонка Ага. внутри. Вот, О, это что?
Вот это держит велосипед. Сейчас она может упасть. Посмотрите, вот падает. А, Велосипед может упасть. ну. То есть вот этих продольных не хватает для того, чтобы держать. Для устойчивости. Чтобы устойчивая была, нужна такая трубка, стержень. Ага. Без этого он не поедет. И сюда вставляйте. Даже вот, видите, по диаметру она сильно свободно входит. Надо, чтобы притык было. Ага. Но когда вот так стоит, у нее на это нулевая нагрузка. Ну да, Когда стоит Потому прямо. что основная вот здесь идет, да, распределяется. Нет. Ну да, вот эти они держат вес. Вот эти держат. А он просто ходит тут. Ничего. И даже учитывая то, что на нее Да? малая тяга идет, малая нагрузка, он все равно выполняет большую роль. То есть велосипед устойчивый. Он для устойчивости. Вот это, видите, вот вилка. Он сюда входит, пас, вот сюда. А без этого она упадет. Все, весь секрет. То есть, а в целом это было в журнале или вы сами разработали? Я сам придумал. И такого в мире нету. Да, точно вы, китайцам не надо показывать. Они сразу закрывать надо чем-то вот так. Тканью, да, чтобы не видели. А так я вот для жителей города Якутска, для республики, для знакомых показываю, как сделать. На улице Тальникса, это тальниковый подростковый есть велосипед. Да? Тут из тальника стоит, палка, я вас куну. Ничего себе. Потому что она сильной нагрузки не испытывает, но сохраняет этот жесткость. Представьте. Тут усилие это, если бы нажать, там несколько грамм будет. Вот. Хотя, казалось бы, да, друзья, ну вот как бы треугольник сам по себе вроде бы как бы устойчивая, да, конструкция. Но действительно, вы сейчас показали, то есть вы ее убрали. И вот, например, сейчас она уже... Тут же еще ее крепит, да, что-то? Не. Вот так. Вот это держит. Вот это. Тут хомутом. Держала. Вот маленький хомут. Этот хомут, что ли? Вот алюминиевая пластина. Сзади вот так крепится и держит. Все. А это сюда вставляется. Вот так. И держит. Ну. Все. Это алюминиевая штучка. Тут получается уже два треугольника создаются сразу. И как бы вокруг этой оси поворачивается рулевая вилка. Да. Ну тут продолжение идет, вот смотри, втулка же. Вот вынос вперед сделано. Это на старых велосипедах. Видите, вот эта вилка, она не прямая. Она вынесена вперед. Это делается для устойчивости. Когда вот так, колесо вот так держишь, вот отпускаешь, она обратно встает на свое место. Поэтому вот люди дирижируют, сидят, руль не трогают, ездят. Из-за этой кривизны велосипед держит дорогу, трассу. Без нее, без этого изгиба, без рук кататься было бы сложнее. Ну вот смотрите, вот тут у меня вот ошибка вышла. Она прямо стоит, перпендикулярно, вот поворотик. Вот. Вам надо было как бы сделать так? Мне с наклоном. Такой же наклон, вот труба жили. Такой же наклон тут должен быть. Параллельно должен быть. А я думал, наоборот, перпендикулярно поставлю, и будет руль легкий. Оказался чрезмерно легкий. Когда с горы идешь, с горки катится, руль хочет повернуть в другую сторону, хоть и как ему удобно. Ну, на то это и как бы прототип, то есть в следующей модели, допустим, да, вы уже учтете некоторые моменты и сделаете в том числе, допустим... Ну, надо, чтобы они учли сейчас. Этот поворотный узел должен быть с наклоном, таким же наклоном, или чуть-чуть наклоном. И тогда, вот когда руль отпускаете, она сама встает автоматом прямо. Все, понял. Ну, сейчас велосипеды, все, поэтому все наклоном вот так идут. Не прямо идут. Ну вот, секрет. Здорово. Друзья, я на самом деле до конца думал, в чем интересный секрет, да, то есть я, как бы, вроде бы все понятно, то есть вот здесь я на рулевую тягу смотрел, на это вообще даже не обратил внимания, а действительно, Николай Михайлович, когда убрал вот эту часть и показал, что действительно велосипед начинает ходить ходуном,
Вот, все-таки есть такой вот ноу-хау. Ну, Николай Михайлович, спасибо вам большое. Мы желаем вам успехов, вашему внуку, да, также, чтобы приобщались. Я думаю, что с дедушкой очень повезло. Вот. Ну и, дорогие друзья, я думаю, что сегодняшний выпуск вам понравился. Николай Михайлович, кажется, хочет что-то добавить. Да. Вот, пожалуйста, линейку дайте. Вот это стол, ученический стол. А, парта. Вот с этой стороны, значит, это идет туда. Вот так идет. Это парта. И я хочу измерить ее. Ну, парта обычно стол стандарт, 80 сантиметров, да? Но ученическая может быть чуть ниже. Но смотрим. 70. Можно пошире сделать. Если вот так стол, ну 80 стандарт бывает стол, если найдете. Но еще учитывать, наверное, то, что если, допустим, надо завести велосипед в подъезд или в дом, там же обычный проем, допустим, 80 сантиметров тоже, да, надо? Ну вот колесо снимаешь, проходишь. Ага, проходишь. Сейчас есть колеса, которые, еще по колесу-то. Колеса разные. Вот втулка, да, вот эта ось. Ну, у спортивных совсем тонкая она. И вот так откручивать, снимается без ключа, без ничего. Там совсем. Надо, да, толстую надо. Тут, чтобы она тут крепится тут. Если тонкая, она согнется. Да. Должна держать усилие. Усилие тут проходит. Потом насчет усилий-то. Мы не сказали, если примерно, если водитель, то есть велосипедист весит там 70, а вот это велосипед там 30, да, тогда вся нагрузка 70% идет на заднее колесо. 30 на переднее. Потому что там сзади сидишь. Центр тяжести. Центр тяжести. Вот. Поэтому, и когда у нас получается по нагрузкам, если тут 30 килограмм, да, два колеса, тогда тут получается 15 килограмм. Изгибающий момент. Нагрузка. Но сюда вставляется и перекручивается. Вот еще тут я усилил. Вот. Это обычная дверная петля. Я сначала вот так без этого уголка поставил. И она согнулась. Поэтому уголок я прибавил. Добавили. Ну, с уголком у нас магазин крепежа рядом. Что-то понадобится. Причем стоит недорого, да? Потом вот этот узел самый основной тоже. Вот этот узел. Вот, смотри. Тут такая петля стоит, тут такая петля. И получается он везде. Да, вечная штука. Все просто и... Это может сделать любой пенсионер, школьник, который мало... Тут болгарка нужна, правда, это отпиливать железяки. А это тоже... Да, из парты уже тоже. было с партой, да? Или парта, это я с этого взял, кровать. С кровати. Раскладушка. Бросают на улице. Вот у нее такой изгиб, потому что, чтобы не поранились. Там, коленками там дети-то бегают же. Ну все, без секрет такой. Друзья, ну как видите, и причем надо учитывать, что также Николай Михайлович и работает с деревом, то есть здесь такой симбиоз, как бы такой достаточно сложно совместимый, тут и металл, и дерево есть, да, допустим, вот здесь деревянные части, да, и вот я вижу, тут тоже, по-моему, да, там дерево. Деревянная часть, поэтому... Ну, когда тут затягиваешь, да, тут она может тут погнуться. Отойти, то есть она как бы в распорку держит. Просто как... Она не свежая, железо, ржавая, может быть. Ну, большое вам спасибо, очень интересно, я даже некоторые вещи увидел вообще впервые, да? То есть еще вы это делаете своими руками, поэтому желаем вам творческих успехов в дальнейшем. Ну, а нашим телезрителям, если вам понравилось, то вы можете найти наш выпуск в соцсетях и, соответственно, повторить, да, попробовать сделать подобную конструкцию для своих близких или для себя. Но это был проект «Испытано на себе». До новых встреч в эфире. Пока.